Здравствуйте. Здравствуйте. У команды «Уралец» вратарь вон в белой майке 8. Спасибо. Доброго хоккейного вечера, Уфа! Уралец АО «Бэск» открывают игровое воскресенье на малой арене Уфа-Арены. Сумеет ли Уралец прервать серию из поражений? Или АО «Бэск» реабилитируется за разгромное поражение 0-10 от Транснефть Урал? Ответ на вопрос нам выдаст игра. А чтобы полностью в нее окунуться, познакомимся с составами играющих команд. Уралец сегодня выбрал зеленые свитера, являются номинальным хозяину встречи. С его состава и начнем. Первый номер — Хасанов Алмаз, голкипер команды. Он начинает сегодняшнюю встречу. В запасе Рустем Ахунов и Галеев Артур. Полевые игроки: Антон Матрёнин, Евгений Астафьев, Степан Полянский, 99-й, Черников Игорь, 77-й, Краснова Юлия, 6-й номер. И, внимание, бросок поворотом. Еще один сразу же с места в карьер, как и всегда, начинает матч Алмаз Хасанов. Двойной подряд спасения совершил основной страж ворот уральца. Камиль Ахунов, Ильдар Сафин, 85-й, Сергей Иванов, 10-й, Григорий Долбань, 12-й номер Илья Джиганенко, 68-й, Евгений Ахмадулин, 2-й, Алексей Косарев, 97-й, Кирилл Ивлев, 91-й, Дмитрий Максимов, 78-й, Андрей Тарасов, 55-й номер, Камиль Ганцев, 75-й и Александр Меркулов, номер 8. Перейдем к составу АО «Бэск». Как вы уже понимаете, команда выступает в синих цветах. Ворота защищает Олег Сидоров по 31-м номерам. Далее Салават Хайруллин, 73-й, Юрий Филиппов, 39-й, 29-й, Юрий Богданов, 19-й, Вадим Петров. Внимание, АО «Бэск» вновь закрепляется в зоне уральца. И в очередной раз хоккеисты в зеленых цветах отбиваются. 29-й номер Юрий Богданов, 19-й номер Вадим Петров, 37-й номер Павел Гайлун, 97-й номер Алексей Файрушин, 18-й номер Алексей Рождественский, 88-й номер Дамир Гарипов, 39-й номер Искандер Салихов, 11-й номер Дмитрий Шеймарданов, 15-й номер Илья Сагеев, 90-й номер Сергей Денисов, 14-й номер Павел Таран, 15-й номер Евгений Еловенко, 3-й номер Анатолий Колесников. Внимание, еще один могучий бросок в сторону ворот Алмаза Хасанова. И на сей раз первому номеру уральца в игру вступать не пришлось. 3-й номер Анатолий Колесников, 82-й номер Дамир Миникаев. И руководящий состав АО «Бэск». Тренером команды является Салават Рубинович Хайруллин, начальник команды Юлия Анатольевна Казанская и администратор команды Александр Борисович Зайцев. Познакомились с составами играющих команд, познакомимся и мы для вас на этой встрече. Отработает творческая бригада в лицах оператора, режиссера трансляции Анатолия Зотова и оператора Татьяна Зотова. А голосом эфира для вас будет Илья Антипин. Внимание, неприятнейший бросок низом нанес Астафьев Евгений, и с трудом Олег Сидоров сумел отвести угрозу в сторону. Выстрел был пренеприятнейший. Шайба сильно скользила по льду, и сядь Олег Сидоров позже, на лед каучуковый снаряд мог и просочиться в домик голкипера. Тем более Олег Сидоров высокорослый вратарь, а голкипером с высоким ростом тяжелее в такие моменты садиться, и зачастую шайба как раз таки проходит в домик. Внимание, в опаснейшей позиции находятся игроки «Бэск». Призывают товарища бросать Дамира Миникаева. Он и набросил в сторону ворот. Шайба не пошла в створ. На подборе номинальные гости матча. Возглавляет атаку Юрий Богданов. Внимание, наброс в сторону ворот. Рикошет и еще один бросок с ворота от Миникаева. И на месте
Алмаз Хасанов. Алмаз Хасанов является одним из лучших вратарей башкирской хоккейной лиги. В каждом матче он показывает высочайший класс, но несмотря на это, Уралец дает поиграть всем голкиперам. И по ходу матча сегодня выйдут также второй голкипер Рустем Ахунов и третий вратарь Артур Галеев. Доблестная бригада, к слову, вратарей у уральца, и линия их вызывает восхищение. Да, эти голкиперы несколько слабее Алмаза Хасанова, Скалы, уральцы, но класс у них есть, и команду свою выручают часто и выдают крутые спасения. Не сумел перехватить передачу Илья Джиганенко. Это один из лучших нападающих лиги. Практически всегда становится он героем встреч и добывает важнейшие очки. Так, в одной встрече Илья Джиганенко забросил победный буллит. Внимание, момент. Хасанов вышел из ворот, но едва не ошибся он на выходе, но отыгрался на коротке, и Уралец входит в зону. Илья Джиганенко не сумел быстрый нападающий принять шайбу у синей линии, и АО БЭСК отбился. Но попытка не пытка. Второй дубль. Илья Джиганенко вновь берет игру на себя, как он это и любит делать. Делает передачу на пятак. Косарев, бросок и спасение Сидорова. Вновь из дальнего угла тащит этот бросок Олег Серафимович, и тем самым показывает, что он тоже не лыком шит, и не зря АО БЭСК обладает таким классным вратарем. Более того, первое удаление будет зафиксировано в нашем матче. Хасанов уже покинул ворота. 6 пылевых на льду у уральца, и свисток, потому что было касание игрока АО БЭСК. И сейчас-то мы узнаем, кто отправится первым исследовать штрафной бокс. Отправился Анатолий Колесников. Время не останавливается по регламенту башкирской хоккейной лиги, поэтому игроки быстро сменяются и отправляются в зону вбрасывания, чтобы как можно скорее возобновить встречу. Ровно так же, как и в любительском футболе в Республике Башкортостан, время не останавливается, и с вводом игрового снаряда в игру необходимо торопиться. Сумели отодвинуть игру от собственных ворот хоккеиста БЭСК, но шайбу из зону не выбросили. Ахмадуллин ее закрыл, сделал передачу на Александра Меркулова. Тот набросил в сторону ворот, и вновь Олег Сидоров зафиксировал шайбу намертво, не дав игрокам уральца сыграть на добивание. Вновь выигрывает вбрасывание уралец, и вновь мощный наброс в сторону ворот. Стандартная схема для команды, которая действует в большинстве. Необходимо как можно больше набрасывать в сторону ворот, если есть для этого возможность у защитников. И защитники, если обладают хорошим броском, акцентированным в сторону ворот, то они непременно это делают в расчете на рикошет. И мы видим, уралец не спешит организовать комбинационную игру. Шайба не так быстро ходит у команды, и БЭСК вновь отбрасывается, и более того, даже могут выйти в собственную атаку. Алексей Файрушин отправляется в чужую зону, и при поддержке Миникаева шайбу хоккеиста БЭСК забрали. И 20 секунд остается до окончания численного большинства. Матрёнин делает передачу на синюю линию, и как читает игру Олег Сидоров, своевременно выставил клюшку и не дал передаче пройти на пятачок. И вновь необходимо время уральцу, чтобы войти в зону, и большинство окончено для уральца безрезультативным. Оно вышло, но Матрёнин перед входом в зону упал на лед. И какой вердикт товарищи судьи вынесут? Вбрасывание в нейтральной зоне. Показалось на момент, что и второе
удаления подряд заработали хоккеисты БЭСК, но все оказалось проще для номинальных гостей. Хасанов выходит из ворот, против него Миникаев, но Алмаз обладает стальными нервами и сумел выстоять под напором нападающих. Внимание, шикарная передача на пятачок, и можно открывать счет. Гол! Дамир Миникаев открывает счет в матче. Как спокойно забивает он эту шайбу. Сумел в ближнем бою переиграть Хасанова, положил его на лед, убрал шайбу под себя и в открытый угол вогнал игровой снаряд. 1-0 за 7,5 минут до конца первого периода АО БЭСК открывает счет. К слову, Уральс и БЭСК являются соседями по турнирной таблице. Между этими командами разница всего в 1 очко. И в случае победы АО БЭСК потеснит Уральс с 4-й позиции и поменяется с ним местами. Также по регламенту Башкирской хоккейной лиги победа в основное время придает команде 3 очка, как старые добрые хоккейные времена до континентальной хоккейной лиги. Хотя нет, до континентальной хоккейной лиги это громко сказано, потому что относительно недавно было введено правило в континентальную хоккейную лигу, правило 2 очков, когда в любом случае за викторию в основное время, в овертайме, по буллитам команде дается 2 очка. Только проигравшим за поражение в серии буллит в овертайме присуждается 1 очко. Но в Башкирской хоккейной лиге здесь не так. 3 очка дается за викторию в основное время, 2 очка вручается за победу в овертайме или по буллитам, и за поражение в дополнительное время или в серии штрафных бросков 1 очко. Поэтому в случае победы АО БЭСК на время даже потеснит и хоккейный клуб БГК с 3-й позиции. Но у этих команд еще сегодня игры. Но с кем? С Транснефтью, с Уфсином, которые не замечают сопротивления. Ровно так же, как не замечает сопротивление на пятаке Дамир Миникаев. Дубль оформляет быстрый Дамир Тагирович, и преимущество становится только крепче. Так и хочется вспомнить прошлый сезон Башкирской хоккейной лиги, когда Уралец также неважно проводил регулярку, многим командам уступал в движении, уступал в атаке, но в плей-офф команда собралась и преподнесла мощнейшую сенсацию и стала победителем первого сезона любительской хоккейной лиги. Мощный бросок по воротам и очередной суперсейв совершает Олег Сидоров. Под перекладину шел игровой снаряд, и только реакция Анатолия Михайловича, прошу прощения, Олега Серафимовича уберегла БЭСК от первой пропущенной шайбы. Уральцу важно забить в ближайшие минуты, чтобы иметь шансы на спасение. И тут же этим вопросом занялся нападающий уральцы, но в створ ворот он не попал. И БЭСК вновь устремляется в быструю атаку. Миникаеву мало дубля, он замахивается на хитрик. И если Уралец эпизодами ранее не реализовал большинство, то теперь АО БЭСК будет иметь удовольствие 2 минуты играть на игрока больше 2 минуты. А может быть и не будет такого удовольствия, потому что... Нет, все-таки будет. Коснулся шайбы Илья Джиганенко, и это означает лишь одно, что нарушение правил зафиксировано, и фол тоже есть. Косарев отправляется на 2 минуты за подножку, и посмотрим, как дела у БЭСК в большинстве. Уралец также в случае победы наберет 9 очков и обойдет БГК. И дальше распределение мест в турнирной таблице будет зависеть от результатов сегодняшних матчей, потому что они увлекательные. Понятное дело, что и Уфсин, и Транснефть являются фаворитами лиги. Продолжал я мысль перед голом
Миникаева, что это две команды, которые пока не знают поражения от других коллективов и идут уверенно на первом месте. УФСИН только однажды проиграл в сезоне и уступил Транснефти. И УФСИН стал первой командой в чемпионате, кто сумел навязать борьбу Транснефти, потому что после двух периодов этот коллектив вел в счете. Уралец и БЭСК пропустили от Транснефти по 10 шайб, но у БЭСК ситуация чуть радужнее была, потому что этот коллектив сумел отличиться. И что творит? Вновь Хасанов на противоходе. Совладал он с первым броском, едва не выловил шайбу ловушкой, но на добивании игроки БЭСК оказались самыми расторопными и сумели шайбу добить ворота Алмаза Хасанова. 3-0. Кто-то ожидал такого результата уже в первом периоде? Лично я нет. Но у БЭСК получается практически все в этом противостоянии. И атаки у них более острые, и бросков по воротам больше. Поэтому такая разница вполне ожидаема, если опираться на рисунок игры. И сейчас мы узнаем автора заброшенной шайбы. Номер 29 Юрий Богданов отличился третьей шайбой. Здорово он отклеился от защитников и вогнал шайбу в ворота. Классная передача на дальний фланг. И Хасанов выручает и не позволяет четвертую шайбу забить Сергею Денису, а попытка была потрясающая. Но тут и другой вопрос, почему так шайба легко ходит по зоне уральца, потому что передачи практически все доходят. Вот элементарно, если взять, уральц хоть и входит в зону АО БЭСК, но с атаками дела пока обстоят не лучшим образом. И АО БЭСК еще и может вылететь в контр-атаку, но выйдет из ворот Хасанов. С катанием у него полный порядок, и как заправский профессиональный хоккей он при возможности покидает свои ворота. Конечно, не как российский вратарь в НХЛ Кочетков, который выходит из ворот и срубает оппонентов, но это тоже важно. И очередной сейв Сидорова Олега. К слову, большая заслуга Олега в первом периоде в том, что уральц не сумел распечатать его ворота. Одно большинство реализовали хоккеисты АО БЭСК из одного предложенного. И сейчас предоставится возможность реализовать второе большинство, которое, к слову, перейдет на второй период, потому что не торопится отправиться в бокс штрафной Сергей Иванов. Остается 1 секунда до конца первого периода, и все. Команды отправляются готовиться к первому периоду. Ровно минута у нас будет перерыв, поэтому команды поменяются воротами и возобновится встреча. А мы не расходимся. Второй период стартует на малой арене. Уфа-арена. Уралец после первого периода уступает со счетом 0-3 бравому коллективу АО БЭСК. Занимательная статистика
Или занимательная история башкирской хоккейной лиги, которую я вам расскажу после этой атаки. И, внимание, пауза, и сдвинуты ворота Хасанова. Именно поэтому атака БЭСК приостановлена. Нет такого ощущения, что Алмаз сам сдвинул ворота умышленно, потому что если голкипер умышленно сдвигает ворота во время атаки команды, то за это выдается 2-минутный штраф. Но, как мы видим, Уралец продолжит игру вчетвером, и поэтому никакого удаления не будет. Быстрая пересменка в составе Уральца, потому что время не останавливается, время грязное в башкирской хоккейной лиге, а значит и секунды Иванова тают на скамейке штрафников, но близки игроки БЭСК к тому, чтобы забить четвертую шайбу, но штанга выручает ворота Хасанова, и вновь сдвинуты ворота, и на сей раз Алмаз задел стойку ворот, потому что перемещался он из одного угла в другой, перемещался быстро и своими могучими габаритами ворота маленький хоккейный тот подвинул. Но опять же, арбитры никак не наказывают первого номера уральца, и 8 секунд остается у БЭСКа, чтобы реализовать большинство. И, внимание, Джиганенко набирает ход, все он может решить сам. Этот нападающий умеет многое, если не все, и мощно с кистей бросил Иванов в сторону ворот Сидорова, и Олег в очередной раз продемонстрировал высочайшее вратарское мастерство. И, внимание, Богданов! Нет, не будет дубля у Юрия в этой атаке. Возможно, будет дубль после этого броска. Но вновь Хасанов на месте. Вновь выручает он ворота своей команды и отражает бросок в сторону. Еще раз Алмаз выручает команду. Так вот, после того, как Уралец пропустил от Транснефти 10 шайб и уступил со счетом 0-10 в следующей игре против команды ООО «Баш-РТС», исправился и победил последнюю команду башкирской хоккейной лиги со счетом 6-5. То есть после разгромного поражения от Транснефти команды обычно реабилитируются. БЭСК в предыдущем матче встречался с Транснефтью, уступил со счетом 1-10, и по логике вещей должен сегодня реабилитироваться. И как мы видим, БЭСК забивает 3 шайбы и не пропускает ни одной. Но вся игра еще впереди, потому что Уралец — это атакующая команда, обладает 3-й атакой в лиге, поэтому все она может показать. Но в обороне необходимо навести порядки и помогать Алмазу, потому что один в поле не всегда воин, и Хасанов пока справляется. Выручил в очередной раз, забрал шайбу и не позволил сыграть он на добивание. Игроки БЭСК активно работали на добивание, но добить шайбу им не получилось. Также, к слову, отличительной чертой уральца является и то, что голкиперы на матч выходят в других свитерах. То есть, допустим, уральцы выступают в зеленых цветах, а вот второй вратарь непременно выступает в белом свитере. И сегодня Рустем Ахунов и Артур Галеев в белых цветах. Как в футболе выступают игроки уральцев, потому что в большом футболе, в мини-футболе голкипер не имеет права выходить в такой же форме, что и полевые игроки. Но Алмаз Хасанов всегда в том цвете, в котором выступает команда. Ох, жесткий стык на синей линии. Необходимо разобраться, конечно, в этом эпизоде. И встретились Ивлев и Файрушин. Алексей не сумел остановить свой ход. Файрушин не сумел он изменить траекторию своего хода и, к сожалению, не сумел он избежать столкновения с Кириллом. Но
разошлись игроки по запасным скамейкам, зла друг на друга не держат, потому что это хоккей, это контактный вид спорта. И здесь без таких моментов не обойтись. Главное, чтобы не было травм. Внимание, вновь хлесткий бросок. Поворотом Хасанова поставлена клюшка и взлетела после этого шайба в воздух, а на сей раз шайба вновь заходит в ворота. Салават Хайруллин, защитник с могучим броском, поражает девятку ворот Алмаза Хасанова. И о чем мы и говорили. Вратари уральца все получают игровую практику, и мы видим, как Рустем Ахунов на скамейке запасных переходит в стадию активной разминки, разминает шею, руки, а значит, в самое ближайшее время он сменит на посту Алмаза Хасанова. Да, Хасанов пропустил сегодня 4 шайбы, но ни в одной упрекнуть его нельзя. Если бы не Алмаз, то пропущенных шайб было бы куда больше. Также радует посещаемость сегодняшнего матча. Да, трибуны Малой арены Уфа-арены не до конца забиты, но тем не менее болельщики на матче есть. Матрёнин с шайбы с острого угла, не сумел он поразить Олега Сидорова и расставляется по позициям. Пятерка уральцев, вновь выстрел от синей линии, но не попал Дмитрий Максимов поворотом. И своевременно возвращается Джиганенко домой и обокрал сзади он вперед идущего Юрия Богданова. И сам Джиганенко разгоняет атаку. Классная передача под синюю линию на Матрёнина. Сам уходит за ворота и ищет варианты продолжения атаки. Но не находит их, потому что передача оказалась не точной. И Бэск, никуда не торопясь, набирает ход. Стремятся они укрепить преимущество, хотя для второго периода счет 4-0 и так уже нехилый. И пока не пахнет первым взятием ворот у уральцев. Внимание, отражает выстрел Алмаз. И внимание, Джиганенко. Нельзя ему давать свободное пространство, потому что он на нем очень силен. И вновь Илья наносит хлесткий бросок с кисти и опять же выручает команду Олег Сидоров. Хочется, конечно, увидеть и гол уральцев, но одновременно желаю я сухаря голкиперу Бэска. И какой момент! Хасанов отражает выстрел ловушкой, но не сумел зафиксировать шайбу. И после соприкосновения ловушки с шайбой в аккурат она легла на сетку сверху ворот Алмаза. Главное, что парашютиком не зашла она за шиворот. И несколько раз мы предсказывали замену голкипера в рядах уральца. И появляется Рустем Ахунов на льду. Посмотрим, как войдет в игру Рустем. Да, к слову, ворот там не закреплены. Правые от нас, потому что постоянно они сдвигаются. И в одном из эпизодов даже судьи по ходу атаки Бэска ворота ставили на место. Вот как сейчас подъехал арбитр второй матча и по ходу встречи поставил ворота на месте. Видимо, технические неполадки есть у правых от нас ворот, и их необходимо каждый раз поправлять. И ни в коем случае голкиперы не виноваты в том, что они в пылу борьбы ворота сдвигают. И рука поднята в исполнении арбитра. А что это значит? Отложенный фол. Значит, в очередной раз фиксирует арбитр, и вновь уралец будет играть в меньшинстве. Так оно и есть. Олег Сидоров полетел на скамейку запасных. 6 полевых, а может и не будет большинства, если удастся отличиться Павлу Гайлуню. Но Гайлун бросил от синей линии, и ударно вступает в игру Рустем Ахунов. Зафиксировал шайбу и отправляется на скамейку штрафников вновь Сергей Иванов. 4 минуты меньшинства заработал в этом матче 10-й номер уральцы. И для Бэск это уже 3-е большинство в матче. Одно получилось реализовать
Второй не получился. Внимание, Матрёнин отправляется прессинговать Олега Сидорова, но Олег Серафимович вышел из ворот и шайбу отбросил. Внимание, можно в меньшинстве отличаться уральцу, но какой сейв! Какой сейв совершает Олег Сидоров! Ловушкой забирает шайбу и едва в меньшинстве уральц не отличился. Евгений Ахмадулин здорово сыграл на перехвате, приблизился к воротам и с кистей выстрелил, но класс Олега Сидорова есть класс. И, к слову, интересно будет узнать, кто же будет лучшим игроком противостояния, если АО «Бэск» так и доведет дело до победы, потому что Сидоров-то тоже статуэтку лучшего игрока заслужил. Очень много выручает он команду, и благодаря ему «Бэск» ведет с комфортным счетом 4-0. И второй спасение в матче совершает Рустем Ахунов, и в меньшинстве устремляется уралец вперед. Джаганенко сам забирает шайбу, но на подстраховке грамотно работает Салават Хайруллин. Да, Джаганенко — это козырь уральца. Очень быстрый это нападающий, как отмечали мы еще в первом периоде. И уходит он на смену. Не удалось Илье поймать соперника на контратаке. Внимание, бросок с неудобной руки, подставление. Шайба просвистела над перекладиной. Хайруллин у синей линии отправляет шайбу по борту. Пропустил ее мимо себя Вадим Петров. И неточная передача. Никуда не спешит Юрий Богданов, потому что важно сейчас не ошибаться хоккеистам «Бэск», а уделять также внимание обороне. Выстрел в дальнюю девятку получился роскошным, но неточным, и не закрыта синяя линия в исполнении вышедшего защитника. Помимо того, что уральцы выступают в башкирской хоккейной лиге, также активно принимают участие в развитии хоккея в республике Башкортостан. Например, перед Новым годом уралец принял участие в открытии в Октябрьской ледовой арены. В торжественном мероприятии приняли участие руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин, заместитель министра спорта России Одесс Байсултанов, трехкратный олимпийский чемпион, легендарный вратарь хоккейной сборной Советского Союза, президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк, легенда российского и башкирского спорта, член кабинета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова и министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. За уралец в товарищеском матче помимо основного состава сыграли Александр Симак, Рустем Ахмадинуров и Артур Аветисян. Здорово, что команда башкирской хоккейной лиги уделяет внимание не только выступлению на турнирах, но и также делают все, чтобы развить спорт и развить хоккей в нашей республике Башкортостан. Внимание, есть ли первая шайба в воротах? Нет, и вновь чудеса выписывает Олег Сидоров. На последнем рубеже выбросил руку вперед и отразил выстрел. Он в сторону. Ахмадулин на синей линии переводит вновь шайбу на Максимова. За ворота шайба уходит, но передача оказывается не то, что и выброс в сторону ворот. Шайба скакала от льда, но Рустем Ахунов разобрался в этом эпизоде и отразил бросок в сторону. Илья Джаганенко вновь набирает ход, делает передачу на партнера, и хоть и сетка всколыхнулась, но шайба облизала ее с внешней стороны. А бросок наносил вновь Дмитрий Максимов. Ударную смену проводит хоккеист уральца. Дважды мог отличаться, но везение от него в эти самые моменты отвернулись. Матрёнин сбивает на ходу оппонента, и ворота сдвинуты уже с левой стороны, и спорят о чем-то активно капитан АО «Бэск» Салават Хайруллин. Неужели заметил фол он в этом эпизоде? Но никакого нарушения арбитр здесь точно
не даст, потому что Матрёнин шел на ворота. Салават Хайруллин находился на месте и оборонялся. И вот он, выход из обороны в атаку с вышедшим со скамейки штрафников Сергеем Денисовым и Рустем Ахунов. Вышел победителем из этого боя. Браво, Рустем. Классно вышел он на замену и не дает в себе усомниться ни на шаг. Честь и хвала вратарю уральцы. И еще одно спасение совершает Рустем Ахунов. Но атака Бэск на этом не закончилась. Здорово ходит шайба по зоне уральцы, но атака близка была к завершению, если не Юрий Богданов, который отвоевал шайбу для своей команды. И подсказывают друг другу хоккеисты Бэск, чтобы активнее возвращались назад, чтобы не было провала на последнем рубеже. Момент, и вновь выручает команду Рустем Ахунов. И еще одно спасение. Класс! Высший пилотаж демонстрирует Рустем Ахунов. Возможно, помогает ему в этом свитер Александра Меркулова. Уралец берет на каждый матч 2 комплекта формы. И в случае форс-мажорного обстоятельства, который сегодня сложился у Рустема Ахунова, игроки полевые могут дать свою экипировку и, соответственно, надеть на вратаря. Все, 4-0. Бэск ведет после второго периода. Отдыхаем и вернемся на малую арену Уфа-арена меньше, чем через минуту. Let's go. Третий период, он трудный самый и важный самый. После 34 сыгранных минут в матче Бэск ведет со счетом 4-0. Уралец совершает подходы к воротам Сидорова, но Олег сегодня в огне и творит чудеса на ленточке. И не получается бросок. Самый ответственный момент у хоккеиста Бэск. Вадим Петров открывался на дальней штанге. При выходе 2 в 1. И какое разочарование могло быть для Бэска, если бы счет был равным. Но, внимание, еще момент. Бросок в ближний угол и на месте. Ахунов не желают хоккеисты Бэска оставлять счет такой, какой он есть сейчас на табло, а хотят укрепить свое превосходство. Почему бы и нет? Если игра идет, то можно и продолжать преимущество. Хладнокровно действует Юрий Филиппов. Выждал, когда вся пятерка его поменяется, и только после этого шайбу он подхватил. Не смутил его надвигающийся Илья Джаганенко, который мог его спокойно обокрасть, но все держал под контролем Юрий Филиппов. Уралец вернулся в тренировочный процесс 10 января, но эта тренировка стала уникальной, потому что ее посетил главный тренер Салавата Юлаева Виктор Николаевич Козлов. Рулевой юлаевцев пожелал удачи уральцам и зарядил положительными
эмоциями на продолжение сезона. Несмотря на то, что уральцы порой проигрывают, позитиву у этой команды не занимать. После каждого поражения делают выводы и исправляют ошибки. Именно поэтому уралец штурмует верхние позиции и уверенно располагается в середине таблицы, что после ошибок исправляется и добывает сложные победы. Потому что Башкирская хоккейная лига — это очень конкурентоспособный чемпионат. Внимание, Джиганенко бьет в ближний угол, и Сидоров на месте. Даже если взять последнюю команду чемпионата, ООО «Баш РТС», вот у нее нет побед в основное время. Есть одна виктория в серии буллитов. Но если посмотреть на историю выступления ООО «Баш РТС» в этом сезоне, то мы увидим, что никому разгромно не проигрывает этот коллектив. Вновь Джиганенко выстреливает от синей линии, и на месте Олег Сидоров. Нейтрализовал вратарь Бэск опасного нападающего, но на 0 не отыграет, потому что на пятачке затаился Игорь Черников и сумел воспользоваться отраженным броском Сидором, сыграть на добивание и отправить шайбу над щитком Олега Серафимовича. Говорил я во втором периоде, что очень хочу увидеть гол в исполнении уральца, но одновременно с этим желал сухаря Олегу Сидорову, потому что 31 номер Бэск заслужил своей работой нолик в своей графе. Но не свершился ноль, и уральц в игре 4-1. Играть еще 13 минут в третьем периоде, и все возможно в этом противостоянии. Если уралец активней пойдет вперед, увеличит давление на владение Сидорова, то будет иметь абсолютно все шансы на камбэк. Но пока вперед отправляется команда Бэск. Наброс в сторону дальней штанги. И, внимание, еще один бросок. Но он оказывается неточным. Ровно так же, как и Салават Хайруллин не сумел закрыть синюю линию. И начинается атака сначала. У Бэск берет инициативу на себя нападающий по 21 номеру. К сожалению, нет его в протоколе, и не можем назвать мы его фамилию, но тем не менее на широком шаге вошел он в зону, сковал на себе внимание, улучшил момент для броска и выстрелил, к сожалению, для него выше. А уралец не с первого раза грамотно пересменку использовал. Вчетвером вышли на лед бравые уральцы, и Джиганенко появился на льду пятым. И браво внимательные судьи, что следят за численностью состава. Вновь бросок в ближний угол, и вновь на месте Рустем Ахунов, который остается сухим в этом противостоянии. Ни разу он не пропустил еще от Бэск, а шансы для этого предоставлялись и неоднократно. Но Ахунов демонстрирует чудеса реакции на ленточке и сохраняет свою команду на плаву. Джиганенко. Сколько раз он сегодня входил в зону Бэск, сколько возможностей у него сегодня было для взятия ворот, но Сидоров все принимал на себя. На сей раз Джиганенко не стал самостоятельно вершать судьбу момента, а делал передачу на пятачок, и она оказалась неточна, так что пришлось Джиганенко возвращаться за свои ворота, выжидать, когда хоккеисты уральца сменятся и возобновит свое нападение. Матрёнин не сумел добраться до шайбы, потому что опередил его Алексей Рождественский. И Ахмадуллин с броском. У защитника уральца полный порядок, и Ахмадуллин сам шел в сторону ворот. Внимание, момент. И несмотря на то, что шайба скакала об лед, ушла она мимо. Все наверняка прекрасно помнят такой курьезный момент в этом сезоне. КХЛ, внимание, момент опасный, и вновь на месте Сидоров. Ложится он
в воротах и всем телом отражает бросок. Так вот, в этом сезоне КХЛ был такой же выброс шайбы от своих ворот, и шайба после отскока ото льда сумела пройти над щитком голкипера, и получился очень курьезный гол. Поэтому, когда хоккеисты используют именно такой выброс на чужие ворота, то это всегда опасно для вратаря. Внимание, Матрёнин улучшает позицию, режет угол, бросает дальний угол. Но вновь Сидоров Олег прекрасно чувствует себя в воротах и джокером отражает бросок в сторону. Внимание, Матрёнин продолжает атаку. Ахмадуллин делает передачу на Джиганенко. Илья бросает по воротам. И что творит Олег Сидоров? Как он это делает? Просто зверь сегодня в воротах АО «Бэск». И он делает все, чтобы разницу комфортную для своей команды сохранить. Браво, Олег! Он так же, как и Полевый, является одним из лучших игроков встречи, если не лучшим, но атака не закончила у уральца. Бросал без размаху Камиль Ганцев, но его бросок погасили, и неудачно выбрасывает шайбу Ахунов. Перехвачена она, поджидал передачу на дальний штанге игрок Бэска, но до него шайба с первой попытки не дошла, и расставляются по зонам игроки Бэск, но сумели выдавить свои зоны игроки уральца Павла Гайлуни. И, внимание, вновь выстрел в ближний угол, и вновь бросок заблокирован. Богданов Юрий, внимание, вновь выстрел в сторону ворот Ахунова, и очередной сейв совершает вратарь уральца. Передача в центр на Черникова, но передача до нападающего не дошла, хотя подкарауливал момент Игорь. Хотел он улететь от защитников, но пас не дошел. Дойдет ли пас у БЭС? Конечно, дойдет, ведь с шайбой Юрий Богданов, и игроки уральца пассивно как-то обороняются, не выходят они на бросок, и за это сейчас расплачиваются. Распечатали блистательного Рустема Ахунова шикарнейшим броском с синей линии, с кистей, и шайба нырнула в угол Рустема. 5-1 за 7,5 минут до конца третьего периода. Не будем высказывать формулировку до конца матча, потому что в хоккее все возможно, и за 7 минут можно откретать 4 шайбы и перевести встречу в овертайм. А сейчас мы узнаем автора заброшенной шайбы, к слову. Потому что Искандер Салихов под 21 номером выступает у АО «Бэск». И узнали мы фамилию 21 номера, отличившегося сейчас, потому что Салихов, он шел к этой шайбе, шел уверенно, и гол был лишь вопросом времени. Ахмадуллин выстрелил с кистей, но попал в соперника, и не только Джиганенко в БХЛ обладает быстрыми ногами. Алексей Файрушин набрал великолепную скорость по центру, но пробить доблестного вратаря уральца не получилось. Матрёнин входит по центру и бросает в ближний угол, но сторожит Олег Сидоров и совершает очередное спасение. Спокойно друг другу говорят хоккеисты. Уральцы не будут форсировать они события, отдадут шайбу на Джиганенко. Внимание, обратная передача, и где она? Она во владении Олега Сидорова. И чем недовольны хоккеисты БЭСК? Падением своего коллеги, или же недовольны они активными действиями уральца, потому что Сидоров как раз-таки показывает арбитру, что зафиксировал он шайбу, и, мол, почему нападающие уральцы продолжили меня атаковать. С такими же претензиями Салават Хайруллин подъезжает к арбитру и высказывает претензии, и как бы за грубость тут
не получить или что? Или гол? Или шайба зашла в ворота в итоге, потому что с нашего ракурса сложно было это увидеть. И нету гола, показывают судьи. И шайба пересекла линию ворот Олега Сидорова, но это было сделано после остановки встречи. И Олег Серафимович, вратарь БСК, подъехал после этого решения к арбитрам и поблагодарил за то, что исправили они его. Стык у нас у борта. На льду оказался Сергей Денисов, но игра не остановлена. Можно продолжать встречу, говорят арбитры. Значит, все было в рамках правил, ну а значит, играем. На пятаке не сумел совладать с шайбой Евгений Астафьев. И, тем не менее, как бы тут не ошибиться в защите игрокам БСК, но разобрался Анатолий Колесников и Полянский. Вновь отправляют шайбу в чужую зону с целью, чтобы уралец сменился, освежил силы. И остается вопрос, выйдет ли на лед сегодня Артур Галеев или нет, потому что обычно появляется он в конце встречи. Артур Галеев присоединился к уральцу в ноябре. Внимание, момент, и на месте Рустем Ахунов двойное подряд спасение совершил. Он и как уж на сковороде вращается Рустем, и снова спас он команду от неминуемого гола. Внимание, вновь передача поперек на противоположный фланг. Салихов с шайбой ждет, возможно, продолжение атаки, но не найдя партнеров, бросил с острейшего угла. И, внимание, бросок, и шайба не выходит за пределы льда. А тем временем БСК наседает. И очень близок он к тому, чтобы забросить шестую шайбу, но на месте Ахунов. И, внимание, еще один бросок, и еще один, и вновь Ахунов. Вновь Рустем классно разбирается в воротах и отражает трудности раз за разом, и отражает их с честью. Внимание. Вновь момент опасный, и можно забивать. Нету гола, и фиксирует Рустем Ахунов шайбу. И Артур Галеев выходит на лед. Как и предсказывали, благодарят Рустема за игру. И, как многие заметили, болельщики башкирской хоккейной лиги, у Артура Галеева нет одной руки, и лишился он ее в боевых действиях на Донбассе. Это участник специальной военной операции и герой России. Возможно, этого звания нет, этого я точно не знаю, но то, что он защищал нашу родину, и то, что он пожертвовал здоровьем своим ради нашей земли, это дорого стоит, это герой России. И Артур Галеев пример для многих, что как бы жизнь с вами не обходилась, нужно быть на позитиве и заниматься собой. Джиганенко, не переигрывает он Олега Сидорова. И Олег в очередной раз обламывает Илью заброшенной шайбой. Артур Галеев после потери руки активно начал заниматься собой. Помимо хоккея занимается он большим теннисом, тхэквондо. И с ноября месяца, как я уже говорил, вступил в ряды уральца. Принимает участие во всех тренировках клуба, и классно он действует в воротах. Смело выбрасывается на нападающих и отражает броски. Это пример настоящего мужества. И поблагодарим мы Артура за то, что он защищал нашу родину, так же, как и наши бравые бойцы на
Донбассе. Они настоящие герои. Им 13 секунд остается до конца матча. Бэск забирает победу. Вот такой загадочный коллектив «Транснефть». Лидер забрасывает 10 шайб в ворота соперника, а затем соперник после таких поражений забирает верх. АО «Бэск» сегодня забрал 3 очка и сделал это уверенно. Поздравляем «Бэск» с победой и поблагодарим хоккейный клуб «Уралец» за достойнейший матч. Претендовать они могли на большее, но все попытки сломил Олег Сидоров. Всем спасибо за внимание, а мы переключаемся к следующему матчу Башкирской хоккейной лиги.